Под знаком коронавирус, цены, слухи и каникулы, апрель в Таджикистане. Первые случаи заражения коронавирусом, колебания курса национальной валюты и выборы Рустама Эмомали председателем Верхней палаты парламента. Такими событиями запомнился апрель в Таджикистане. В последний день апреля произошло главное событие месяца. Власти Таджикистана официально признали проникновение коронавируса в страну. По данным Минздрава, зарегистрировано 15 случаев заражения, 10 по Сагдийской области и 5 в Душанбе. Возня вокруг пандемии. А ведь еще 1 апреля постоянный представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева в эфире республиканского ТВ официально заявила, что вируса в республике нет. До настоящего времени по официальной статистике, и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая COVID-19, утверждала она. Страна вздохнула спокойно, но спустя 5 дней после этого в больнице Джабор-Расуловского района Сагдийской области скончался 60-летний мужчина. В Министерстве здравоохранения успокоили население, объявив, что причиной смерти была двусторонняя пневмония. Между тем, после смерти пациента, на карантин поместили 5 его родственников и 11 медработников, контактировавших с больным. С того момента любой слух вызывал в стране волну эмоций, страх, недоверие, подозрения. Постепенно случаи смертей от двусторонней пневмонии стали регистрировать и в Душанбе. На фоне нарастающей паники в обществе в соцсетях появилось письмо таджикского политолога Парвиза Муладжинова с размышлениями о создавшейся ситуации. «У меня нет доступа к закрытой статистике, но в то, что у нас нет коронавируса, не верю. Границы с соседними Узбекистаном и Кыргызстаном всегда были прозрачными, а на некоторых участках трансграничные контакты не прерывались вплоть до последнего времени. Таджикистан расположен ни на Луне, ни на Марсе. Лишней хромосомы у нас тоже нет. А богоизбранным народом нас может назвать только идиот», — жестко заявил политолог. К середине апреля общество можно было поделить условно на 2 части. Тех, кто хотел, чтобы коронавирус в Таджикистане никогда не обнаружили. И тех, кто устал бояться и хотел, чтобы вирус уже наконец дал о себе знать, сдвинув гнетущую ситуацию с мертвой точки. В городском центре здоровья Душанбе 22 апреля от пневмонии скончались 4 пожилых мужчины. Спустя всего неделю количество госпитализированных возросло до 319 человек, а скончавшихся – до 11. Львиную долю пациентов, 136 человек, составили медработники. Увы, несмотря на принятую череду мер в столице и других регионах, масштабная дезинфекция улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок и помещений, закрытие детских садов и школ, отмена массовых мероприятий, закрытие кинотеатров, люди продолжали болеть. Категорически утверждать, что в стране нет случаев заболевания, нельзя, заявила Галина Перфильева, пояснив, что выявить конкретное число заразившихся мешают ограниченные возможности Таджикистана в диагностике и лечении. Обстановка не осталась без внимания у Европейского регионального бюро ВОЗ. Специалисты объявили о намерении посетить Таджикистан в начале мая и оценить угрозу заболевания. Взлет цен и падение национальной валюты, молниеносное распространение атипичной пневмонии и пугающих слухов вызвали столь же быстрый скачок цен на продовольствие. Рекордсменами подорожания стали картофель и лимоны. Первый подскочил до 9 самани за килограмм, был 4, вторые до 15 самани за штуку, были 2. Также выросли цены на муку, чеснок и лук. С началом мусульманского поста продукты в стране традиционно дорожают, но не в таких объемах. Ситуацию взял на контроль президент Эмомали Рахмон и распорядился на экстренном заседании держать цены, увеличить урожаи, ввести льготы для местных предпринимателей и использовать все земли под нужды сельского хозяйства. Рассчитывать на свои силы подавляющему большинству жителей Таджикистана вряд ли удастся. Основные кормильцы таджикских семей, трудовые мигранты, находятся в режиме изоляции в России. Заработков у них нет, посылать домой нечего. Объем денежных переводов из России в марте упал на треть, и аналитики ожидают по итогам апреля еще больший регресс. Национальная валюта, самани, изрядно просела и к доллару США, и к российскому рублю. Финансисты уверены, что эта тенденция продолжится. До каких показателей дойдет падение, не берется пророчить никто. В тяжелом положении оказались работники бюджетной отрасли. Только за первые 2 месяца текущего года они недополучили из казны более 2,5 миллиарда самани, 250 миллионов долларов США. Ожидается, что по итогам марта-апреля эта цифра возрастет в разы. Ответственные государственные структуры уверяют, что продовольствия в Таджикистане запасено достаточно, хватит всем. Но на какие доходы его приобретать – вопрос открытый.
Правительство пообещало выделить бесплатный набор продуктов первой необходимости уязвимым слоям населения. Правда, о критериях определения этой уязвимости ничего не говорится. Соседние страны, Казахстан и Узбекистан, уже отправили в Таджикистан вагоны с продовольствием. Такая добрососедская помощь, несомненно, является весьма ощутимым подспорьем в тяжелое время. Но как долго она продлится, какие перипетии ожидают сами эти республики, предугадать невозможно. Правительство Таджикистана ввело мораторий на экспорт продовольствия. Возможно, эта мера позволит относительно спокойно преодолеть кризис. Карантин – лекарство хуже болезни. Несмотря на принимаемые меры, направленные на сокращение контактов в обществе до минимума, о карантине в Таджикистане речи пока не идет. Даже объявив временные каникулы в школах и вузах с 27 апреля до 10 мая, в Минобрнауки особо отметили, это не карантин. В заявлении ведомства говорится, что в случае вынужденного закрытия учебных заведений занятия продолжатся в режиме онлайн или в формате образовательных телепередач. Гораздо худшие последствия ожидают экономику Таджикистана при введении всеобщего карантина, если таковой потребуется. Таджикские власти вполне резонно опасаются, что введение карантина просто похоронит местный малый и средний бизнес, который и так находится далеко не в лучшем состоянии. Крупные монополии пользуются значительными налоговыми льготами, так что именно на сектор малого бизнеса ложится основное налоговое бремя. Его разорение ударит по бюджету и придется снимать льготы с монополий, предрекает Парвиз Муладжанов. Открытие нового здания факультета политики и государственного управления Государственного университета Бахтара. Основные три кита местной экономики, трудовые мигранты, таджикская алюминиевая компания, Талка, и мобильные провайдеры уже терпят убытки из-за закрытия границ. Соответственно, в разы падают отчисления в государственную казну. Крах предпринимательства окончательно подкосит и так слабую экономику страны. По прогнозам международных финансовых институтов, весьма приблизительным, как они сами признают, экономический рост Таджикистана существенно замедлится, составив 5,5% в 2020 году и 5% в 2021. Эксперты Азиатского и Евразийского банков развития распространили неутешительные подсчеты на все страны Центральной Азии. На смену Убайдуллаову пришел Рустам Эмомали. Опять? Нет, это не новость трехлетней давности. Мэр Душанбе, ставший в конце марта сенатором парламента 6-го созыва, был избран на должность председателя Верхней палаты Маджлиси Милли Маджлиси Оли. Его заместителями стали глава Сагдийской области Раджабы Ахмадзода и глава ГБО Едгар Файзов. 32-летний политик стал говорящим примером обозначенного курса на привлечение молодых кадров на руководящие посты в Таджикистане. Зарекомендовавший себя на других постах Рустам Эмомали стал вторым человеком в государстве. Согласно Конституции, в случае смерти, отставки или недееспособности действующего президента его обязанности переходят к спикеру парламента до избрания нового главы государства. На страже национальных традиций. Зато порадовали народные избранники. 29 апреля депутаты Нижней палаты парламента Таджикистана утвердили поправки к закону о регистрации актов гражданского состояния. Согласно нововведениям, в республике отменяются фамилии и отчества на славянский манер. Вместо привычных для многих русифицированных суффиксов положено употреблять национальное. Исключение сделали только для представителей нацменьшинств. Ранее эти поправки носили рекомендательный характер. Теперь будут иметь силу закона. Инициатива, по словам главы Минюста Музафара Ашуриона, направлена на возрождение национальных имен.